Рейд по столичным точкам реализации продукции начался вот с этого магазина. Проверяют все: наличие трудовых договоров, патента, то есть налогового спецрежима, которые могут применять только ИП, условия хранения и имеется ли просроченная продукция. Последнее, кстати, проверяется тщательно, поскольку в городской совет депутатов МАГАСа поступило обращение от жительницы, что здесь продается просроченный товар. Все, есть трудовые договора заключены. Работаем, да. Сейчас Конечно, знак тоже регистрацию Да, сделал? регистрация земли работаем. Меркурий работаем. Проводим мясо, молочная продукция, сертификаты, ветеринарные сертификаты проводим. Все работаем. Сертификат, все у вас есть, да? В рейдовом мероприятии задействованы представители городского совета депутатов, сотрудники столичной мэрии и управления Роспотребнадзора по Ингушетии. Представители надзорного ведомства выявили нарушение условий хранения продукции. Как выяснилось, товар только завезли, расставить еще не успели, объяснил администратор. Далее, проверяя содержимое холодильника, выявили продукцию, которая, судя по этикетке, просрочена. 26 ноября 23 год. Да, они неправильно просто. Вот кто у вас это делает? Они сами произвели. Вот кто котлеты произвели, они же их расфасовали, вот, закрыли пищевой пленкой. И сюда положили этикетку. Проверив накладные листы, стало ясно, продукция не просрочена, завезена в магазин только вчера. Дату изготовления указал сам производитель и, видимо, ошибся. Производитель виноват. Они, видимо, неправильно там штампуют, не знаю, Да. маркируют Но мы с ними неправильно. Они обязательно должны с говорим, ними устраним разобраться. проблему. Уже в другом магазине сотрудники администрации МАГАСа и управления Роспотребнадзора обратили внимание на представленную табачную продукцию. Нужно закрывать занавесами, поэтому она вот так демонстрировать ее недопустимо, поэтому на поле надо будет закрыть все это. Закрывать, постоянно закрывать его. Ну, наверное, сейчас потребитель Давай, может шеф, сказать. привет. Ну, сейчас он ушел, теперь вы можете закрыть свою продукцию. Как оказалось, нарушены условия хранения некоторой продукции, плюс кое-где отсутствуют ценники. В магазине обнаружено нарушение, условия хранения у них не соблюдаются. На полу стоят много продуктов питания. Это и является нарушением. В принципе, а сроки хранения все это соблюдается. Ценники указаны на продукцию? Не установлено образца, не указано. Ценники не указаны. Не указано. Оформлены в магазине 2 работника. У всех трудовые договора имеются. Отсутствует система маркировки и прослеживания продукции «Честный знак». Специальный цифровой код гарантирует подлинность и качество товара. В данном магазине регистрация в налоговом органе есть, патент оплачен, но отсутствует кассовый аппарат, контрольно-кассовая техника и не зарегистрирована в системе «Честный знак». Система «Честный знак» обязательно требуется, тем более вот тут продается вода, молочная продукция и табачная продукция. На данный момент все нарушения в данном магазине зафиксированы, записаны и будут направлены в соответствующие органы для согласования и привлечения к административной ответственности. Рейдовое мероприятие продолжилось и в других магазинах и точках реализации продукции. Сотрудники управления Роспотребнадзора Ингушетии, администрации МАГАСа и депутаты городского совета осуществляли проверку на выявление фактов продажи энергетических напитков несовершеннолетним. Адам Мережков, Акрамат Досхоев, МАГАС 24.